Обязательно покажите, какой он очень любил. А ведь только не портится. Ответственно. Спасибо. Как вы думаете, почему мы стоим в очереди? Мы белорусы. Да, и мы белорусы, которые стоим в очереди за искусством. Такая, скажем, мы всегда стоим где-то в очередях. Однажды Марго сказала на одном из воркшопов, что люди постоянно где-то находятся, но мы их не видим нигде. И один из мест, где они пребывают в очередях. И сегодня эта очередь, я думаю, приведет нас к чему-то осмысленному и переосмысленному. Сегодня мы с вами на выставке открытия арт-проекта «Место». Меня зовут Татьяна, я организовывала и помогала курировать и наполнять пространство смыслом Евгения Цыганкова. Жень, можно пару слов от тебя? Знаете, я раньше любила говорить, а теперь как-то нет. Поэтому не знаю, вы все увидите, а если вы захотите о чем-то поговорить, то подходите, и мы с вами поговорим. Спасибо. И, конечно, ребята, которые трудились 3 недели для того, чтобы представить то самое там. Леша, начнем с тебя. По свой проект. Я выступаю со своим арт-проектом под названием «Столбы». Он о переосмыслении урбанистических застроек Могилева. Вот вокруг нас очень много зданий, и среди них есть некие маяки, которые возвышаются чуть больше, чем на 5-10 этажей. И этот проект полностью посвящен данным строениям, о их переосмыслении, о другом взгляде на эти обычные, казалось бы, жилые дома. Если сказать еще более красочнее, то это то, каким вы их никогда бы не увидели в реальности, но очень бы захотели. Спасибо. Мой проект про людей в городе. Я думаю, все из нас заходили в магазины и смотрели на открытки, которые там есть. И, наверное, даже стеснялись их отправить кому-нибудь, потому что там ничего не происходит. А мне захотелось, чтобы происходило. Поэтому я взяла камеру людей в центральных местах и делать с ними хорошие открытки. Они там немножко дальше, и они там лежат, поэтому подойдите, потому что я их не вешала. Их вот надо вот посмотреть именно вот в открыточном формате и, надеюсь, заметить, сколько у нас в городе на самом деле происходит в жизни.
каждого из нас есть место силы. Место, в которое мы хотим приходить, в которое мы как раз напитываемся силами и хотим в нем проводить все больше и больше времени. Мой проект о таких местах. О таких маленьких местах, которые многие могут даже не замечать, но которые для вас будет самым важным. Мой проект – это маленькая фотовыставка. Я ходила со своими друзьями по их самым любимым местам. И снимала их, видела их эмоции и чувствовала жизнь вместе с ними. Надеюсь, что вам понравится. Оно как бы называется «Место силы» и находится в углу. Да, меня зовут Маша, и сообщили о том, что мы 3 месяца трудились. Вот, я тоже трудилась 3 недели, да, прошу прощения. Но не справилась, к сожалению, поэтому мне нужна ваша сегодня помощь для того, чтобы понять, какой аромат имеет наш город. Для этого я подготовила интерактив, в котором немножечко попробую возбудить ваш нос, чтобы он вызвал ассоциации. А дальше мы с вами составим карту ароматов, и тем самым для туристов будет новый формат изучать наш любимый или нелюбимый город Могилев. Спасибо. Мой проект про что-то скрытое, что не каждый может увидеть, про личное пространство нас всех, про комнаты, про дома в наших домах, потому что не каждый может впустить в свое личное пространство кого-то иного. А мне довелось, я просила нескольких человек, и они впустили меня в свое личное пространство. И это можно увидеть в газете, которая находится в доме. У нас на улице есть дом, да. В принципе, все. Вы можете увидеть, как это выглядит, соотнести с человеком, потому что наше личное пространство иногда может сказать больше, чем слова. Мой проект представляет собой карту центра нашего города, которая, так сказать, покажет нам, что рядом с местами, которые уже нам приелись, да, с нашими основными достопримечательностями, находятся рядом места, скрытые от нас, и которые интересно посетить, и у них есть у каждого своя атмосфера. Называется он «1 километр», потому что все они буквально расположены в шаговой доступности. Вот. А дальше вы все увидите. Да? Но это не Катя, это театр «Факел». Театр «Факел». Это я тут не одна. Здравствуйте всем! Наш проект называется «Какая ты улица?». Мы попробовали провести анализ могилевских улиц, выявить ряд ассоциаций, с которыми они ассоциируются у горожан. Затем провели параллели с людьми, живущими в Могилеве, и выявили, что очень много общего у нас с нашими улицами. Собственно, это отображено в нашем проекте. Не все наши работы прошли цензуру, поэтому все остальное увидите в нашем Инстаграм. Приятного просмотра! Ну, конечно, из меня хороший подытоживатель, и собирать вот эти вот очень локальные, важные, индивидуальные проектики. Я как куратор расскажу вам о том, что мы попытались в свою очередь переосмыслить вот эти проекты, которые есть у ребят, и сделать это пространство для вас понятным, и их проекты расширить. Здесь есть комната, здесь есть место силы, здесь есть реальная улица города Могилева, здесь есть реальное кафе, поэтому, когда вы сюда зайдете, ну, попробуйте на это посмотреть, как правда, на наш Могилев и на проекты, которые сделали ребята. Все. Спасибо. И еще одна участница, картины, которую вы можете увидеть в нашем месте. Она, к сожалению, не смогла прийти, но ее картины отличительны тем, что ее не было в Могилеве 20 лет. То есть она попыталась переосмыслить его тогда и сейчас, и попробовать это соединить. Поэтому пошли в город. Открываем! Welcome!
кажется, в переосмыслении нашего Могилева. В том, чтобы наполнить его новыми смыслами, либо наоборот открыть те, которые невидимы человеку каждый день. Мы не обращаем внимания на какие-то мелочи, а вот здесь мы их приподнимаем, чтобы в таком месте, в таком пространстве они увидели то, что они могут увидеть каждый день. Концепция выставки в том, чтобы в безликое, до этого момента пространства поместить город и его основные доминанты, чтобы были здесь показаны. Самое главное, что у нас здесь есть комната какого-то жителя города Могилева, у нас здесь есть какое-то кафе города Могилева, у нас есть сборная штука «Место силы» города Могилева. У нас есть здесь просто улица города Могилева, где можно понюхать запах, где можно посмотреть на карту, локации и прочего, посмотреть, кто гуляет по улицам. Мне кажется, самое важное, что мы просто переосмысление города Могилева сюда перенесли напрямую. Сами люди сейчас, гуляя здесь, побудут. Мне кажется, основные мысли все будут крутиться после того, как они выйдут отсюда. Я хочу создать ароматную карту города, и для этого мне нужно, чтобы после эксперимента вы заполнили небольшой пробник о том, чем ассоциируется город Могилев, ароматом, может быть, какой-то место, которое конфигурирует, или человек, может быть, который создает. Поэтому вы можете расположиться, начать нюхать и пытаться угадать, что же внутри. Может, есть у меня такая штучечка, здесь заполнение, полностью про проект, можете почитать. Немножечко могут ароматы не давать ощущения, поэтому вы можете их так чик-чик-чик чуть-чуть двигать, и они будут более яркими. Хочу сделать карту ароматов города Могилева и спрошу у вас после интерактива, чем же для вас пахнет, какой аромат Могилева, какое место ассоциируется с чем-то конкретным. Для того, чтобы вы это вспомнили, я просто дам вашему небольшую зарядку. И расположившись на стульчике, вы возьмете стаканчик и попробуйте угадать, что же я Кто-то не заполняет свое видение, а на обратной стороне уже я у них спрошу, чем пахнет город, какое место ароматом. Ну и вот тем самым, я думаю, мне помогут. Поэтому следующий Меня зовут Мария, создала пространство, которое хочу перевести в место благодаря аромату. И тем самым прошу помощи у наших горожан, чтобы они дали мне свою ассоциацию города Могилева с каким-то ароматом. Но для того, чтобы все получилось, мне нужно немножечко возбудить их нос. И вот они пытаются определить, что же за аромат я скрыла внутри стаканчиков, а дальше я уже задам им несколько вопросов про ассоциацию о городе, про места, которые не ассоциируются с каким-то ароматом. Вот видите, как хорошо, когда один говорит, и ассоциация работает, и сразу ярко становится. Все работают нормально. Да, поэтому сразу, как только напоминаю. Номер 2. Но иногда один может тоже сбить с толку, потому что скажет помидор,
Идея проекта представить наши новостройки, высотки в новом свете. Если прям конкретно говорить, Могилев — это город с низкой этажностью. 5-10 этажей — это у нас максимум, поэтому высотки очень редки. И что самое примечательное, в Могилеве они имеют самую различную форму и архитектуру. И они выделяются, эдакие символы нашего города, но не каждый в них рассмотрит символы, потому что это, в принципе, просто жилые дома. Мой проект раскрывает именно то, что это не просто жилые дома, а элементы, эдакие маяки, по которым можно узнавать наш город. Мы думали о том, что мы никогда не задумываемся, что мы во многом равно нашей улице, и мы как их отражение. Где-то частично мы пытались показать это в нашем проекте, что на самом деле между обычными архитектурными, можно сказать, неживыми объектами и живыми людьми есть очень много общего, если мы об этом задумаемся. В этом случае было переосмысление с нашей точки зрения улиц Могилева. Для нас это был просто эксперимент. У нас так совпало, что этот проект был именно между двумя другими главными проектами: поездкой в Москву на фестивале, поездкой в Минск, поэтому мы делали все очень мобильно, попытались связать все с Могилевым, с улицами, с горожанами, то, как нам это близко. Проводили различные мозговые штурмы, все очень не случайно, какие-то фотографии, к сожалению, не прошли цензуру, поэтому мы их исключили, были другие немножко работы. Выбирали улицы по принципу самых узнаваемых, самых посещаемых могилевчанами. Наш проект, он называется «Какая ты улица?». Мы попытались найти ассоциации, которые вызывают улицы у горожан города, и потом соотнести с характерами людей. И попытались интерпретировать это в фотографии. Здесь все не случайно. Например, если мы смотрим Казимировка, первое, постоянно расту. Казимировка — это район, который постоянно застраивается. Мы думали, какую же девушку, какую же модель поставить в Казимировке. И мы подумали о том, что мы растем во сне, поэтому мы поставили именно девушку, которая находится в таком спальном наборе, и при этом Казимировка ассоциируется у всех со спальником, то есть спальный район. Поэтому Казимировка постоянно растут. Первомайская самая главная, потому что улица одна из самых главных в городе Могилеве. Поставили такую пафосную девушку, которая вроде бы тоже как главная. Сзади червоная зорка кинотеатра, и она вроде бы тоже как зорка. Тут с такой долей юмора мы эту работу выполнили. Мне хотелось сделать визуальный материал о городе,
в котором был бы отражен тот дух города, который знают все молодые люди, которые видим мы, когда ходим по улицам, и который очень редко бывает отображен непосредственно на открытках или на других визуальных материалах. Мне хотелось, чтобы в городе появилась жизнь, и мне кажется, у меня неплохо получилось. Ну, замечательно. Давай только чуть-чуть вот этот уголочек мы сделаем, чуть покруглее. Хорошо. А в Могилеве никто не переписывался. Ой, она бабку там надо резать. Быстрее, быстрее, пока она не убежала. Теперь вы пойдете завтра на сходку такое. А где он? Сейчас мы находимся в пространстве дома, квартиры, комнаты. Здесь есть цветочки, свечи, все для атмосферы создано. Мой проект заключается в том, чтобы показать, как люди видят свое личное пространство, как они его обустраивают, грязно там, чисто, много мелких деталей или нет. И это очень хорошо отражает их внутреннюю составляющую, как они себя чувствуют, какой у них характер, опять же. Их чертах лица, хоть они этого сами не понимают, но это много может сказать о его внутреннем мире, и это все отражено в моей газете. Можно пройти. Вот, это все оформлено в домашней обстановочке, газету, садишься и листаешь газету, очень уютно чувствуешь себя и защищенно.
вот этот вот огородили, наверное, да. И вот этот вот огородили, но вроде же они их восстанавливать не сносить. Я каждый раз мимо иду, и меня ну хотя бы а это будет у них это балкончик? Идея моего проекта – это карта, на которой представлены как известные, приевшиеся нам уже достопримечательности, так и скрытые места, которые находятся рядом с ними, буквально в шаговой доступности. И то есть у каждого из этих мест, да, есть своя атмосфера. В принципе, они очень интересные, да, про них никто не знает. И если как можно больше людей о них узнают, то есть благодаря этой даже карте, то, возможно, эти места станут как-то призывом сделать эти места еще интереснее и красивее. Вот такая вот смысл и задумка. А называется он 1 километр, вот опять же, потому что центр города, и все находится буквально в шаговой доступности, не надо, то есть на чем ездить, а просто можно пешком дойти от одного прекрасного места до другого. Участницы. Тогда что после? Я на 45 ушла. Ну как, удалось идею воплотить? Не знаю, это после того, как скажут, что скажут люди, мне важно, что скажут люди. А так удалось все на самом деле. Все, что мы Удалось планировали, всё и больше. все, что мы планировали, все получилось. И действительно, мы даже сделали реально больше того, чего планировали. Поэтому всего лишь сколько мы готовились? Как я говорю, типа, я на это работаю. Мониторить людей, давайте.